Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире телепередача про футбол. Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. Футбольный клуб «Якутия» ушел на заслуженный перерыв перед началом третьего круга, а высшая лига по мини-футболу в самом разгаре. А это означает, что вас ждет обзор очередных домашних игр мини-футбольного клуба «Заря». А также мы рассмотрим Кубок главы мэра и зимнюю лигу Досуна. Итак, поехали! В девятом туре высшей лиги у нашей «Зари» гостил московский «Спартак». Стоит отметить, что встречались клубы между собой впервые. Матч начался резво, и уже в начале матча у обеих команд были шансы для взятия ворот. Все-таки первыми отличились гости. Гол на свой счет записал Вячеслав Гладющенков. После открытия счета игра продолжилась в том же темпе. Здесь мы видим, как прострел Янара Асадова чуть не оборачивается вторым пропущенным мячом. А здесь расторопности не хватило Величко. На 14-й минуте встречи Волошин допустил ошибку, которой воспользовался Никита Кузнецов. 2-0 гости удваивают преимущество. Ответа хозяев площадки долго ждать не пришлось. Спустя 3 минуты ударом головы Александр Величко сокращает отставание. До конца периода вратари команд еще не раз вступали в игру, но счет остался прежним. Второй период начался для «Зари» успешно. Концовкой комбинационной атаки стал автогол Сергея Просветова. При равном счете игра ничуть не сбавилась в темпе и в напоре. На 47-й минуте матча бразильский легионер гостей Бинио, разобравшись с защитниками, делает пас на Владющенкова, который оформляет дубль. После этого Марченко выпускает пятого полевого игрока в лице Андрея Калачева, который и устанавливает финальный счет. 3-3 боевая ничья в первом матче тура. Скучной игры точно не было. Но обилие ошибок с нашей стороны, со стороны соперников, конечно, было достаточно. И я считаю, что реализация страдала как у нас, так и у команды «Заря». Старались, конечно, противопоставить защитные действия, которые мы знали, что нужно делать. Но не получилось из-за того, что, во-первых, соперник очень хорошо все сделал. Быстро довели с одного фланга на другой фланг мяч, и там исполнительское мастерство игроков тоже высокое, я считаю, и реализовали свой момент. Голов было в сегодняшней игре очень много, и зрителей порадовали, и зрителям понравилось. Молодцы, показали характер, проигрывали 3-2 за 3 минуты до конца, сыграли в ничью. Мне понравилось, но есть ошибки, есть, конечно, много над чем работать, будем стараться, будем работать. Вторая игра тура получилась такой же напряженной и результативной. Гости из столицы начали матч активнее, результатом чего стал забитый мяч Никиты Кузнецова. Спустя 2 минуты Антон Харченко мощным выстрелом сравнивает счет. А через некоторое мгновение оформляет дубль. «2-1» «Заря» выходит вперед. На 15-й минуте встречи капитан гостей Артем Ниязов изящно завершает контратаку москвичей. Через несколько минут гости выходят вперед, отличается Сергей Просветов. Второй период начался с атак «Зари», одна из которых и становится результативной. Казаков сравнивает счет. Далее гости начали активно фалить, за что они не раз были наказаны, в том числе и удалением. А «Заря» же продолжала наседать на воротах гостей и пару раз была очень близка к тому, чтобы забить. А получилось забить на 43-й минуте матча. После заброса из скидки Казакова Артем Харченко расстреливает ворота Салахова. Под занавес встречи Ниязов грубо нарушает правила, за что его удаляют и назначают 6-метровый, который уверенно реализует Афанасий Федоров.
Практически сразу после этого Спартаку удается забить с помощью нашего Руслана Гаязова. Но это все, на что хватило гостей. 5-4, трудовая победа «Зари». Ребята, мне кажется, сегодня сыграли не на 100, а на 150%. Ну, пока просто только одна радость, еще ничего не могу сказать об игре, не осознаю ничего, знаю только, что мы выиграли. Хочу спасибо сказать и болельщикам, хочу всех поблагодарить, если бы трибуны не гнали, столько болельщиков не приходило, наверное, такого футбола красивого бы не было. В первую очередь болельщиков хочу поблагодарить. В 10-м туре наша «Заря» играла против мини-футбольного клуба «Футбол-хоккей» из Нижнего Новгорода. Счет в матче открыли гости. На второй минуте Сергей Соковнин поражает ворота Кабрина. Спустя 7 минут наши сравнивают счет. Афанасий Федоров помогает Телегину забить свои ворота. Затем подопечные Марченко и вовсе вышли вперед. После заброса казаков сталкивается с Карасевым, что дает возможность Харченко без проблем закатывать мяч в практически пустые ворота. Ответом гостей стал вот этот гол Михаила Писарева. 16-я минута, гости сравнивают счет. В самом конце периода Кабрин внутри штрафной сбивает Дениса Нехая, за что получает желтую карточку. К счастью для всех собравшихся зрителей, гости 6-метровый не реализовали. В самом начале второго периода наши были близки к взятию ворот, но тут гостей выручает сначала Карасев, а затем и Телегин. На 42-й минуте грубо ошибается Казаков, чем моментально воспользовался Александр Телегин. 2-3 гости выходят вперед. А за 5 минут до конца игры мяч после удара Кусова влетает в ворота рикошетом от ноги Соковнина. 3-3, снова домашняя боевая ничья. Сыграли в ничью дома, мне кажется, это отрицательный результат. Я понимаю, что команда была хорошая, приехали за победу, тем более они 2 раза проиграли до этого в городе Мирном. Сюда приехали только выигрывать. Ну, так получилось, что сыграли в ничью, результатом недоволен. И качеством игры то же самое недоволен. Сегодня не играли так, как играли и со «Спартаком» 2 игры, и с теми командами, которые раньше приезжали к нам домой. Не видел сегодня я команды одного целого, так что 1 очко взяли с этой командой. Хотя я вам хочу еще раз сказать, что команда очень сильная, хорошая команда, обученная команда. Но мы играли дома, они приезжают к нам в гости. Так что вот так вот получилось. В таблице, конечно, доволен. В таблице доволен. Мы в тройке идем. И прогнозы не знаем. У нас одна задача – попасть в 8. В 8 будет совсем другой настрой. И у команд будет игра дома, игра в гостях. Но пока первостепенная задача – попасть в 8 и выиграть все матчи. Неважно, это со слабой командой или с сильной командой. Будем стараться, еще раз стараться. С 26 октября по 10 ноября в Якутске проходил ежегодный розыгрыш Кубка главы города по мини-футболу, в котором приняло участие 40 команд. По результатам целой серии матчей в финал вышли «Цементник» и «Союз Авто». Финал получился крайне зрелищным, но интрига в этой игре ко второму периоду была убита. Финал завершился победой «Цементника» со счетом 5-1. Следовательно, они и стали обладателем переходящего Кубка главы. «Союз Авто» занимает почетное 2 место, а 3 место завоевали футболисты команды «Мюрю». Получилась хорошая, интересная игра. Мы пригласили судей, которые обслуживают чемпионат России. Они здесь судили «Зарю» и Нижний Новгород. Помогли нам провести эту финальную игру. Игра прошла очень интересно. Со счетом 5-1 побил «Цементник». Здесь очень хорошо сыграл в этой игре Леонид Солдатенков, забивший 3 мяча. Ну, игра была ровно, но сегодня оказался сильнее «Цементник».
Я всех любителей футбола поздравляю с окончанием этих соревнований, желаю здоровья, удачи в жизни. 13 ноября в спортивном комплексе Дохсун стартовала зимняя лига с одноименным названием. В соревновании участвуют любительские команды и коллективы физической культуры, клубов, предприятий и учебных заведений города Якутска и Улусов. Соревнования будут проходить в два этапа. В первом команды-участники будут играть в группах, а во втором этапе в рамках системы плей-офф. Федя, давай! Организаторами являются государственное бюджетное учреждение управления физической культуры массового спорта, спорткомплекс Дохсун и футбольный союз города Якутска. На сегодняшний день проходят игры первого этапа. В данное соревнование участвуют 9 команд, такие как Полярник, Коммунальщик, Экстрим, Альянс, Аурум и 3 команды Дохсун. Это Дохсун, Дохсун 2 и Дохсун 3. Игры проходят каждую неделю по субботу, воскресенье, по 2 игры. Первый тур где-то по нашим счетам должно идти до конца декабря месяца. И в феврале начнется второй тур. И там будет уже в феврале уже мы выявим победителей. А на этом наш 7-й выпуск подходит к концу. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока.